أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Так, уважаемые братья, как мы помним, в прошлый раз мы рассказывали про Фатима радийаллаху анха до 10 лет, что она видела, что случилось в доме пророка, алейхиссалату вассалам. Итак, когда ей было 10 лет, обстановка в Мекке еще хуже стала. Ее сестра замуж вышла за Усмана, радийаллаху анху, Рукайя. У нас Рукият говорят, а Рукайя ее зовут. И первый из людей, из мусульман, переселился в местность Хабаша. Это дочь пророка, алейхиссалату вассалам, и взят Усман, радийаллаху анху. То есть всегда пророк, алейхиссалату вассалам, он первый был, кто пожертвовал ради Аллаха, и его семейство также. Примером были для всех. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна Усман ауалу ман хаджара иля Аллах». Первый человек, который переселился ради Аллаха, к Аллаху, со своей семьей, то есть женой Рукия, дочь пророка, алейхиссалату вассалам, бада Лутин, после пророка Лут. Вот в течение столько времен, чтобы сохранить религию и жить спокойно с иманом, он первый, который дорогу открыл, это Усман, радийаллаху анху. Это очень большая степень перед Аллахом, когда ты первый человек для чего-то. Ты был примером для всех. Усман жил богато, он был уважаемый в своем Мекке, но однако, видишь, он оставил это все, переселился. Ко мне приходят некоторые сообщения тех людей, которые слушают наши уроки. Мы живем в какое-то месте там. В садике наши дети кушают свинью. В школе также. В магазине вот так. Везде харам. Они довольны. Живут там. Главное, деньги идут. Там легко зарабатывают. Конечно, легко заработать, харам тоже там. Как в хадисе сказано, то, что растет через харам в твоем теле, это уже огонь только может сжигать его. Настолько халатность в религии. Он не боится, не переживает за детей, дочеря. Потому что мы знаем, характер, она ворует. Хасият, характер у каждого человека ворует. Когда видит, кто-то что-то делает, хоть 100 лекций читает, когда он вокруг все делает, ему очень тяжело отделяться от них. Он потихоньку, как они становятся. Поэтому, что нам советуешь? Советую вам возвращаться обратно домой. Или где мусульмане хотя бы живут, район мусульмане, где можно халал кушать. Смотрите, вот, на это внимание обращают. Ты же должен беспокоиться, что они едят в садике. Итак, когда пророк, алейхиссалату вассалам, читал сурату Наджм, в Коране есть такой сурат, мекканцы, кафири, хотят, не хотят, они на суждо упали. Все суждо сделали. И распространилась хабар, что Ахлю Курайшиты приняли ислам. Но они это не сделали от сердца. Просто они аяти Аллаха настолько велика, такой удар, их самих заставило самостоятельно упасть на поклон, на суждо. Когда услышал, эта новость распространилась и дошло до Хабаша, дочь пророка Рукайя и Усман вернулись в Мекку. Подумали, там уже можно ислам продолжать. И оказывается, это была ложная у них просто на вид. Обратно им пришлось переселяться второй раз. И это видит Фатима, радийаллаху анха, как сестра замуж уходит, то разводится, то вообще уходит, обратно проходит. Так пророк, алейхиссалату вассалам, был примером для всех испытаний, день и ночь. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: когда коснется какая-то беда вас, вы вспомните беду, что вы меня потеряли. То есть смерть пророка, алейхиссалату вассалам. Давайте задуматься. Вот смерть пророка для нас беда.
Это для многих это не беда. Был пророк, исполнил свою миссию и все. А пророк хочет, чтобы ты не забывал эту беду. Это самая большая беда, что прекращалась вахью от Аллаха, что пророк среди нас нету. Вот был бы, да, сейчас пророк, алейхиссалам, среди общины умма пророка. Все, приказы его, как все приняли бы, даже сейчас мусульмане. Все как прошло бы по-другому. Это самая большая беда. Вспомните меня, говорит. У кого иман есть, когда он вспоминает пророку, потерял. Он хоть кого бы не потерял, он должен почувствовать, это ничто по сравнению, что мы пророка потеряли. Еще с другой стороны, если возьми, когда ты вспоминаешь пророка при беде, которая была неспособна к тебе, что случается? Ты если знаешь историю пророка, да, саллаллаху алейхи вассалам, ты вспоминаешь, что пророк потерял своих 3 дочерей и сыновей, и какие беды он не увидел в жизни, хотя он лучше, чем весь творение, да? Он это видел, потому что дунья нет его уважения перед Аллахом. Это маленькое это испытание для всех. Раз он это увидел, я кто такой, чтобы не увидеть? Вот это представляешь перед своими глазами, и тебе легче бывает. Ты будешь доволен, что суждено от Аллаха. Шайтан радуется, когда мусульманин при беде, когда говорит. То есть он не просто от боли, а просто надел это всю жизнь, это все, мне что ли, это все беды остались. Вот когда это говоришь, шайтан радуется. При бедах мы должны сказать: «Радиту билляхи рабба», я доволен Аллахом, я раб Аллаха, что он хочет, то делает. Давайте сравним нашу любовь к Аллаху и любовь некоторых для женщин. Есть такое пословица, говорят некоторые, которые любили женщин, говорят: назови меня самым лучшим именем, то есть рабом назови. Он наслаждается, когда его любимая его зовет рабом. Это для него почет. На что я готов пожертвовать ради тебя. Назови меня рабом. Есть такие стихи, которые написали. А кто полюбил Аллаха, он будет гордиться, что он раб Аллаха. Когда какая-то любимая женщина ему поручает какое-то дело, он все равно гордится. Да, он восхищается, что она выбрала его, чтобы поручать это дело, а не другого. Понимаете, если такая любовь, женщина такой бывает, к Аллаху как будет? Даже когда эта женщина хоть рукой бить будет, он будет радоваться, что она била его. Так в стихах есть арабских: когда ты меня бьешь, я наслаждаюсь, говорит. А когда Аллах испытывает, он мучается. Истинный раб Аллаха, как бы ни было, он, алхамдулиллах, Аллах, значит, испытывает меня, хочет поднять мою уровень перед Аллахом. Такие-то сравнения, кто задуматься просто. Понять свою истинную любовь к Аллаху и к чему-то мирскому. Давайте посмотрим и не забудем вот этот момент, когда пророка и весь тухом пророка, алейхиссалату вассалам, кафири, на что они все единогласно договорились, договор написали. После сколько лет? После уже, как пророк стал пророком, 7 лет прошло, идет вот, когда дочери Фатима 12, 13, 11 лет. 11-12 вот эти 3 года все договорились из села выгнать весь тухум, весь род пророка, независимо мусульмане, независимо кафири. Вы представляете? Кафири, мусульмане хоть терпят, да, ради Аллаха, потому что они последовали. А кафири из них, Бану Хашим, Бану Мутталиб, те люди, которые не воюют с пророком, как Абу Лахаб, его не выгнали, потому что он воюет. А кто просто молчит? У вас пророк, да, но не уверовал. Их тоже выгнали. Представьте, какую вражду они хотели создать между тухумом пророка. То есть все, чтобы сказали: о, Мухаммад, из-за тебя вот весь тухум, голодаем, дома не можем жить. Их же выгнали, там дом нету, кушать нету, пить нету, трава, листы деревьев кушали. У Фатима, радиаллаху, вот эти передние зубы или десны гной стали. Живот к спине, как будто одна вот так была, говорит.
Хадиджа радиаллаху анха болела. Дети от голода кричали, говорят, ночью. Их, когда ночь тишина была, слышно было, говорят, вот там расстояние же было. Как они плачут. Это не неделя, это не месяц. Это продолжалось в течение 3 года. И этот договор не был на 3 года. Это был договор навсегда. Но однако после 3 года это как-то было асбаби, Аллах сделал так, что она закончилась. 3 года. Но мусульмане, они были готовы пожертвовать ради Аллаха это до конца, до смерти. И такой договор был, чтобы им никто не имеет права отнести еду, продавать что-то, выдавать дочерей замуж, или взять у них дочерей. Хоть деньги дадут, нет, никто не имеет права продавать или покупать у них что-то. Однажды Билал асхаба радиаллаху анху пришел, вот тахта ибтей, говорит, как это называется, это место? Подмышки что-то поставил, говорит, и скрыто принес пророку, алейхиссалату вассалам. Он, пророк, это разделил, дал дочери Фатима и Рухайя и жене Хадиджа. Вот то, что было там. Вот это для всех это хватало. Все они вот потерпели ради Аллаха. Вот надо посмотреть на свою жизнь. Аллахи, только благодарность будет у тебя в сердце, если ты будешь знать историю пророка, алейхиссалату вассалам. И не забывать. Знать одно, но нас заставляют шайтан забывать. Когда чуть беда, субханаллах, у меня ничего не получается. Все у меня наоборот. Пророк, алейхиссалату вассалам, 50 лет. Как пророком стал, уже 10 лет он нормальной жизни не видел. И говорит жене Хадиджа, я Хадиджа, интаха вахтун навми вара. Закончилось время спать и время для отдыха. Только на ногах. Ночь и день. Ни 1 час не проходит. Все ради Аллаха. Таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. И такие были те люди, которые были с ними рядом. Сахаба и семейство пророка, алейхиссалату вассалам. Давайте. Хадиджа радиаллаху анха болела, говорит, там сильно болела. Даже двигаться не могла с места, говорит. Фатима, дочь, плачет, которой ей 12 лет. Хочет успокоить мать как-то, ребенок. Ничем не может помогать. Но однако, когда пророк, алейхиссалату вассалам, женщины, наверное, отдельно там бывали, когда к ним близко подошел, Хадиджа вставала, говорит, с места. Как будто она не болеет, что пророк еще сильнее не грустил из-за нее, потому что пророк ее сильно любил. И она в Мекке самая богатая женщина была. В версиях говорит, она богатая была, а в других версиях говорит, самая богатая была среди курайшитов. Она все это терпит ради Аллаха. Такой голод, откуда ей был, если она жила бы дома, да, у себя как хотела. Но когда пророк приходит, она вставала. Вот от нее должны мы взять пример наши дочеря и наши жены, которые недовольны своими мужьями, что бы ни было. Как некоторые женщины говорят, надо мужа использовать, как тряпку. Таких они ценят, говорят. Да, ценят, может, когда голову окружили, там халмаш сделали. Но Аллах не ценит. Аллах не ценит таких женщин. Аллах ценит, как женщина Хадиджа, радиаллаху, как дочеря Фатима, радиаллаху. Таких Аллах ценит. Я знаю таких женщин, муж устает, таким трудом работает. Машину он не мог купить столько лет. Мечтает, чтобы машина была, чтобы поработать там, делать. Он тащит, грузит тяжелый. На все идет. А муж там, жена постоянно там, кухни покупает какие-то дорогие, холлы покупает. Пусть муж мучается. Его мечта последняя будет дома. Еще он с работы приходит. Знаю я таких просто. Обидно, Аллахи. Жена дома целый день сидит. Я не говорю тех женщин, которые пахает, работает, помогая мужу, как Хадиджа, радиаллаху анха, всем пожертвовала. Муж говорит, иди там писи принеси. Или иди мусор бросай. Я понимаю, если арабская сторона, там, женщинам нельзя, там, не поймут, когда выходит. Ну, она, чтобы мать посещать, сепараты не поедет. Куда угодно поедет. Цена мужа. Мы в хадисе знаем, пророк, алейхиссалату вассалам, как говорит, если было бы разрешено совершать сужда перед кем-то, помимо Аллаха, то это было бы разрешено перед мужем. Уважай мужа, Аллах будет ценить тебя. Ты своего отца отправил бы мусор бросать. Я понимаю, тяжелый груз есть, что-то есть, да, вот. Понимаю, это другое дело. Ну, взять маленький вот такой пакет.
иди да выкинь, да, дорогой. Дорогой, говорит. Какой тебе он дорогой? Он не дорогой для тебя. Если дорогой он был бы, ты просто... Женщина любит ушами говорить. Она наоборот сделала мужа. Только это слово слышит, благодарность, иди мусор бросай. Иди памперсы покупай. Я еще такое видел. Женщина. С 5-го поселка она идет домой к родителям. Сепаративный. Мужу звонит. Нам памперсы нужно принести. А муж с работы выходит, берет памперсы туда. К ней сепаративные памперсы несут. Просто вот у кого такая жена нет, наверное, он думает, это сказки. Но в жизни есть такие, Аллах есть. Вы сами, наверное, видели. Халма, что ли, они делают. Эти мужья не знают, черный с белым. Они только вот рабом становятся на самом деле. Если Аллах повелел бы вот туда идти, что-то вот. Такой жизнь, субханаллах. Вот посмотри, Хадиджа, радиаллаху анха. Муж не хочет, чтобы увидел. И так у него грусть. Пророк грустит изо всех. Как будешь смотреть вот на него лицо, на другого, который они из-за тебя сейчас все, даже кафири, которые не приняли ислам, они терпят тебя. И из-за тебя они вот отделились от своего народа, даже неверующие были среди них. Это все он терпит еще дополнительно, чтобы жена, нет, это Хадиджа, это все скрывала. Да, Аллах таких балах женщин тоже, дай Аллах нам терпеть, как пророк, алейхиссалату вассалам, терпел, или радоваться, что Аллах нас испытывает. Это самый высший уровень, когда радуешься. Али Асхаб, радиаллаху анху, сказал, когда у него спросили, кто я, из ахлу дунья или ахлу ахра? Ну, зачем меня спрашивают? Сам себе посмотри, говорит. Когда кто-то к тебе приходит, садака просит, и когда кто-то приходит к тебе деньги давать, говорит. Посмотри, какое ощущение, говорит, у тебя, говорит. Когда ты радуешься больше тем человеком, который принес тебе деньги, отдал, чем тот, который попросил у тебя садака, значит, ты ахлу дунья, ты дунья ахлу, говорит. Потому что он пришел тебе ахрат давать. Ты садака даешь, ахрат давать. А он пришел тебе дунья давать. Это высший уровень имана. Такой уровень не всем удается. Да Аллах нам, на самом деле, если посмотреть, это же вечно остается, который он просил. Это дунья. Как пророк, алейхиссалату вассалам, однажды порезал барашку, и Аиша говорит, что осталось от барана? Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, только вот это. Ножка, да, вот, передняя ножка осталась, говорит. Остальное все ушло, говорит. Пророк, алейхиссалату вассалам, наоборот, говорит. Это ушло, остальное осталось, говорит. То, что мы садака давали, с этого берет Али Асаба и говорит, вот знай, говорит, себя, вот твоя цена, говорит. Тогда у нас цены нету перед Аллахом, если так сказать. Очень низкие цены есть, наверное. Но большинство из нас радуется, когда дает. На самом деле у нас должны вот практиковать себя, хотя бы знать, да, вот, может мы дунья радуемся, но знать, Аллах, это лучше. Быть убежденным. Иншаллах, дай Аллах нам такой иман. Все время, которое мы отдаем ради Аллаха, вот сидели с друзьями, сухбат сделали ради Аллаха. Аллахи, это сухбат миллион раз лучше, чем ты друзьями там в санаториях или кафе посидел, покушал. Он больше должен радоваться с этим. А если он радуется там, в кафе, ресторанах, да, в санатории с друзьями, не изман слабый. Тот человек, который на утреннем намаз в мечети находился, алхамдулилля, он должен больше радоваться, чем тот, где бы не отдыхал. Аллах нас к этому призывает. Радуйтесь милостью Аллаха. Это же милость, что ты стал перед Аллахом. Итак, на этом завершим. Продолжалось состояние пророка дома, мучение после мучения, труд после труд. И когда он вернулся оттуда, то есть расторгнули эту бумагу, и была такая, создали группу мусульман, некоторые собрались, шунгам подняли перед Каабой, до скольки можно так продолжать, что они творили все остальные, надо это, и они так сделали, что надо расторгнуть. Да вот сейчас к этому приходим, и вот когда они уже пришли расторгнуть договор, без выходных положений, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, там не осталось, кроме бисмикаллах, имени Аллаха. Остальное, то, что было написано, это зулм, притеснение, это все ушло. Съело его насекомые. Действительно посмотрели, осталось бисмикаллахума, а договор, который внутри Каабы было еще,
самый почтенный договор, внутри Кааба ставили, там ничего не было. Итак, все вернулись. Как они сюда вернулись, умер пророка дядя Абу Талиб, который защищал, который как гора была перед рядом пророка, алейхиссалату вассалам. После как он умер, кафиры, смотрите, кафиры еще сильнее начали мучать пророка. Тогда как-то не могли убивать здесь, вот, потому что дядя есть, защитит. Как-то мучали, наверное, тайно вот так, но открыто не могли. А сейчас прямо на улицах, когда уже пророку уже 50 лет, 3 года там, 50 лет уже исполнилось, дети, которые американцы, дети, не только взрослые, уже дети смелились взять песок земли, тураб это, взять голову высыпать пророка, алейхиссалам. Представляете, 50 лет. Он разве не мог их бить, драться? Но, однако, повеления Аллаха нету, пока жизнь нет, он ничего не делает. Джахили, вот так, дети проходили, пророка толкали на улицу, туда, назад, вперед, он все это терпит. И когда он домой приходил, Хадиджа, дочь Фатима, радийаллаху анха, это все пыль с головы убирала, говорит. И плачет. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, обращаясь к 13-летней дочери Фатима, радийаллаху анха, и говорит: эй, Фатима, я бунаят, о мой дочь, говорит, не переживай, говорит, иншаллах, по воле Аллаха, это мое дело, ислам дойдет, куда дошла ночь и день. То есть, где светит, где темно, везде, каждый дом, каждый уголок, ислам это дойдет, говорит. Сабр надо. Это все обращение к кому? Из 7 лет до 13 лет он обращается к дочери Фатима, радийаллаху анха, потому что через нее будет потомки пророка, алейхиссалам, всегда примером для, как пророк, алейхиссалам, сказал: вы ищите меня в моих потомках, говорит. То есть вы увидите мисаль для вас, пример на веки веков, всегда на свое время посмотреть на них будет пример, говорит. Это сказал Абу Бакр, радийаллаху анху, чтобы люди не забывали ценить потомков пророка, алейхиссалату вассалам. Это кто говорит? Абу Бакр говорит. Он не шиит, как некоторые шииты чрезмерно что-то давали. Но Абу Бакр нас и все сахаби. И в Коране Аллах говорит: Аллах хочет вас, не только пророка, семейство пророка очистить, говорит. Вот мы должны ценить семейство пророка, алейхиссалату вассалам, до судного дня. Дай Аллах нам их полюбить, чтобы они тоже нас полюбили. Ва ахир да'вана альхамдулиллахи раббил аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب